Для воспитанников детского дома номер 3 эти новогодние каникулы проходят не без пользы. Даже сейчас, когда за окном минус, а учебный процесс временно прерван, ребята совмещают приятное с полезным. Занимаются в театральных кружках, спортом, иногда по хозяйству. Глава Коми в сопровождении владыки Петерима лично знакомится с условиями пребывания детей. Здесь их более 60. И, как поясняет руководитель учреждения, кроме основной коррекционной и реабилитационной работы, большое внимание уделяют экологическому и экономическому воспитанию. У нас существует школьная компания «Лес-Молодежь», в ходе которой мы готовимся к предпринимательной деятельности. Обратим внимание на серьезность сказанного. Учрежденная воспитанниками и сотрудниками компания «Медолос», в рамках которой производят и реализуют предметы народных художественных промыслов, уже признана лучшей в России и Европе среди школьников. Ребята своими руками мастерят изделия из бересты, лозы, бисера, а также вяжут крючком. Вроде все в игровой форме, но каков эффект, порядок и дисциплина во всем. Красный уголок, потому что мы все православные, мы молимся, крещенные, да. У нас в каждой семье есть уголок красный. У воспитанников детского дома есть все возможности примерить на себя разные профессии. Так, 9 из них, которые занимались в военно-патриотическом кружке «Юнкер», уже поступили в высшие военные училища страны. 10 человек, закончив экономический факультет СГУ, работают в налоговой службе. 3 поступили в МГУ по разным направлениям. Вы были дарованы, чтобы хорошо учились, за вами хорошо ухаживали. Никаких проблем у нас не было. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы и дальше жизнь у вас была благополучная. Настоящий сюрприз почетных гостей ожидал в Межадорском учебно-опытном хозяйстве, где свои новогодние каникулы с не меньшей пользой проводят воспитанники католиковского интерната. Детей наших не видали по пути? Машина стояла, дети потерялись. Дед Мороз! Не видел я деда почему-то. Вот беда какая-то. Добро пожаловать в наше лесное царство, в наш Межадор. Любовь Степановна, смотрите, какие у нас гости. Вижу. Гостям показали жилые корпуса, часовню, баню, а также избу для занятий прикладным творчеством, которую ребята восстановили своими силами после пожара. В эти праздничные деньки они также в игровой форме чистят снег, растапливают баню, содержат в чистоте овощехранилище, делают генеральную уборку в корпусах, помогают на кухне. Кульминацией сегодняшних рождественских гуляний стал фестиваль новогоднего настроения и зимних забав. Финно-Угорский этнопарк собрал сотни гостей. В основном приезжали целыми семьями. И, как признаются многие, после продолжительных домашних застолий это хороший повод вот так встретить Рождество на свежем воздухе еще и активно. Небольшой пит-стоп и снова в путь. Для 8-летней Бажух это Рождество стало настоящим рабочим воскресеньем. Юные гости фестиваля новогоднего настроения и зимних забав просто не могли пройти мимо милого оленя. Ну вот сегодня снежок, и она справляется с нагрузками, так что ей легко катать. Тем, кто любит скорости побольше, можно было прокатиться и на собачьей упряжке. Символ этого года тоже пользовался популярностью. Здесь же и другие зимние развлечения. Кто-то на тюбингах, кто-то на коньках. А тем, кто замерз, горячий чай. Для гостей устроили настоящий семейный рождественский праздник. Сегодня Рождество, сегодня встречаем мои родители, родители мужа, муж, дети, все вместе. Семейный праздник, я считаю. А как иначе? Снежный лабиринт, коми-забавы и фотосессия с главными персонажами этих новогодних каникул. В Финно-Угорском этнопарке работали десятки уличных площадок. Плюс мастер-классы, но уже в тепле. Умельцы из Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» делились секретами простых рождественских чудес. Мы сделали рождественского ангелочка с ниточками и без иголок. Вот такая красота получается. Дети устают от очень умных игрушек, поэтому маленькие вот такие простые приносят радость. Конгресс-холл Финно-Угорского этнопарка на все январские каникулы сменил свой официальный статус, стал домом добрососедства и гостеприимства. Со своей концертной площадкой, народной ярмаркой и небольшим новогодним музеем. Поздравляем всех жителей Республики Коми со светлым Рождеством Христовым.
Желаем мира в семьях, конечно, благополучия. И руководство республики будет делать все для того, чтобы поставленные главой республики Коми задачи обязательно выполнялись, и дети региона были счастливы. Фестиваль новогоднего настроения и зимних забав, по словам гостей Финно-Угорского парка, стал хорошим логическим завершением первой январской недели этого года. По-настоящему зимним и празднично-солнечным. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Еще раз поздравляем всех жителей Республики Коми с Рождеством и наступившим 2018. 9 января, в первый рабочий вторник месяца, смотрите наши выпуски новостей в привычном режиме. Оставайтесь с Юрганом и всего хорошего.